Это ты? Кемаль? Все в порядке? Вы целы? Кемаль? Что случилось? Я уверена, он был там. Я видела его собственными глазами. Надо сообщить вашему мужу. Нет, нет, не надо. Не надо. Но я видела его. У тебя на шее что-то висело, да? Нет, ничего. Да нет же, амулет был. Я точно видела. Я не ношу амулет. Я видела, он висел у тебя на шее. Наверное, упал. Дайте мне руку. Госпожа Нихан. Руку. Тут журналисты. Это же Нихан Кожоглу. Да-да, это она, Это вперед. же не Хан. Это не Хан Кожоглу. Почему у вас мокрые волосы? Где ваш муж? Почему он не с вами? Почему вы одна? Можно вопрос? Почему вы одна? Бану тоже была на вечеринке? Можно вопрос? Почему вы одна? Нихан, одну минутку, подождите, ответьте на вопрос. Пять лет назад. Мама, Сынок. Да поможет тебе Бог. спасибо, мама. Не снимай амулет. Хорошо, мама, не волнуйся. Все будет хорошо. Лейла, Будь осторожен, ладно? хорошо. Береги себя. Не переживай за меня. Счастливого пути. Не забывай меня там, хорошо? Как я могу тебя забыть? Что ты такое говоришь? Теперь давай с тобой попрощаемся. Ладно, мы поехали. Сынок, никогда не снимай амулет. Никогда. Ладно, мама. Обещаю всегда носить его у самого сердца. Поехали. Езжайте осторожно. Не волнуйся. Ладно, я побежала. Увидимся. Всего доброго. Спасибо. Счастливого пути. Надеюсь, у вашего сына все сложится хорошо. Нихан?
Что ты здесь делаешь? Я тебя спрашиваю. Я... Ты давно уже распрощалась с Кемалем. Ты сама прогнала его, растоптала его сердце. Чего тебе еще надо, а? Смотри-ка, она еще и плачет. Чего ты плачешь? О ком? Скажи мне, ты плачешь по себе или по Кемалю? Я могу рассказать обо всем только вам. Нет, 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 я не собираюсь слушать твою ложь. Что сделано, то сделано. Разбитую чашку не склеишь. Кемаль сам не свой из-за тебя, а ты еще хочешь что-то рассказать. А, Нихан, уходи отсюда. Моя дверь отныне закрыта для тебя. Ты уже натворила дел. Теперь держись подальше от Кемаля. Ой, Алло, Зейнеп? Нихан? Зейнеп, Кемаль вернулся? Он здесь? Нет, с чего ты взяла? Я его видела. Ты видела Кемаля? Но где? На набережной. Ладно. Скажи мне правду, прошу. Он вернулся или нет? Клянусь тебе, он в Зангулдаке. К чему же мне тебе лгать? Наверное, я ошиблась. Или приняла кого-то за Кемаля. А, ясно. Прости, я побеспокоила тебя в такой час, дорогая. Прости меня, пожалуйста. Ну что ты? Хорошо, что ты позвонила. Я рада слышать твой голос. Мы так давно не виделись. Когда будет время, звони, увидимся. Конечно. Только давай не откладывать встречу надолго. Ты собиралась отвезти меня к своему парикмахеру, но так этого и не сделала. Хорошо, дорогая, звони мне, когда появится желание, и мы увидимся. Я как раз завтра свободна, а ты? Я нашла одно агентство, и меня попросили сделать пару снимков. Хочу туда устроиться. Давай завтра увидимся. Я тебе все подробно расскажу. Когда тебе удобно? Может быть, ты заберешь меня у института? Зейнеп, если твой брат позвонит... Поняла. О твоем звонке ничего не говорить. Обещаю молчать. Спасибо. Приятного аппетита. Кемаль приехал. С чего она взяла? Сколько раз я тебе говорила, не звони, когда я дома, пиши смс. Я так обрадовался, когда получил сообщение. Твой брат действительно здесь? Это я тебя хотела спросить. Просто кое-что... Ладно, забудь. Как ты? Уже отработал? А зачем ты спрашиваешь? Хочешь приехать? Да, уже собралась. Скажу домашним, что хочу прогуляться с тобой под луной. Вот приедет твой брат. Мы поговорим с ним с глазу на глаз. Когда мы ему скажем, что уже давно любим друг друга, увидишь, все изменится. Ну да, скажешь ты. Конечно, скажу. Разве... мы не любим друг друга? Я скажу, что ты пока учишься в институте, мы организуем помолвку, а после учебы поженимся. Надо только дождаться Кемаля. Ага. Ты придешь завтра на лодку? Нет. А то я снова пропахну рыбой. Потом не отмоешься от этого запаха. Только послушай ее, запах ей не нравится. Вместо того, чтобы звать меня непонятно куда, оденься как человек и пригласи на свидание в нормальное место. Приличные люди ведут девушку в кафе, например. А у тебя фантазии только на лодку хватает. Алло? Хорошо. Давай тогда сходим в твое любимое кафе. Договорились.
Пока. Завтра утром заберешь меня с улицы. К дому подъезжать не надо, хорошо? Хорошо. Спасибо. Доброй ночи. Доброй ночи. Ну, рассказывай, как ты? Я так соскучился по тебе. А почему ты мне не сказал, что приедешь-то? Угу. Ты виделся с ней? Угу. Ты виделся с ней? Я не понимал, она это или нет. Может быть, это всего лишь ее призрак. Не понимал, она это или нет. Может быть, это всего лишь ее призрак. Я увидел ее глаза под водой и будто вернулся в прошлое. Моей злобы и ненависти не убавилось ни на грамм. Значит, она тебя не видела. Кемаль! Тебе придется соперничать с ее мужем. Ты ведь вернулся отомстить. Говоришь, тебя все так же мучает ненависть и злоба. А знаешь, есть выражение. От любви до ненависти один шаг. Это не я придумала. Что это? А? Ты пытался свести татуировку, чтобы избавиться от чувств? Ты уверен, что навсегда выбросил Нихан из сердца? Ты кого-то ждешь? Нет. Это ты. Прошу прощения, мне не стоило приходить. Не стоило, Нихан. Что ты здесь делаешь? Я... Что с тобой случилось? Ты попала под дождь или снова упала в море? Прозвучит глупо, но я снова упала в море. Ты вся дрожишь. Я... наконец решилась прийти к вам. Спросить кое о чем. Я не хочу приглашать тебя в дом, но тебе нужно высохнуть, иначе заболеешь. Я бы выпила чего-нибудь теплого. Ну что ж, тогда проходи. Большое спасибо. Я обещаю, что не отниму у вас много времени. Садись. Я просто проезжала мимо, увидела, что в окнах горит свет, и решила зайти. Ой, Нихан. Спрашивай, что хотела. Мы обе знаем, что ты зашла ко мне не просто так. Я видела Кемаля. И где же? Под водой. Ты, видимо, немного выпила. И перенервничала, да? Да. Я не уверена, но голос внутри меня говорит, что это был он. Ну, предположим, что Кемаль. А зачем ты ко мне-то пришла? Потому что подумала, что если он вернулся, то первым делом отправится к вам. Допустим, он вернулся. Вернулся? Да нет же. Я говорю, представим, что он вернулся. Что от этого изменится в твоей жизни? Все. То есть я не справлюсь с этим. Есть вещи, которыми я не могу рисковать. Прежде всего, моим браком. Я и так постоянно нахожусь на грани.
Я даже и подумать не могла, что мы с Кемалем можем снова встретиться. Я не хочу, чтобы он стал на моем пути. И ты, значит, поэтому решила прибежать сюда? Ха, ты боишься, что Кемаль разрушит твой брак? По-твоему, он ждал 5 лет, а потом вдруг решил приехать, чтобы разрушить твой брак? Нихан, я даже не уверена, что Кемаль помнит твое имя. Ей, видите ли, интересно, вернулся ли он. Даже если и так, тебе-то что с того? Его семья живет здесь, он может навещать их. Какое тебе дело? Вы правы. Это я не выдержу возвращения Кемаля. Проблема во мне. Ладно. Я надоела вам, прошу прощения. Это все мои фантазии. Всего доброго. Дорогая, у тебя сейчас путаются мысли. Иди домой. Хорошенько выспись, а утром все пройдет. Нихан, ты не можешь контролировать жизнь Кемаля. Но ты можешь управлять своей жизнью. И в ней совсем ничего не изменится. Поняла? Ничего. И что? Ты вернулся окончательно? А это что сейчас было? Ты что-нибудь понял? Она сама все сказала. Она не хочет, чтобы кто-то нарушал ее покой. Она и тогда меня бросила, думая исключительно о своем комфорте. Что случилось? Не понимаю, почему ты за меня волнуешься, Эмир. Я переживаю за тебя, любимая. Я переживаю за свою жену. Почему о том, что ты упала в море, я узнаю из утренних газет? Я поскользнулась. А я-то думал, что ты приревновала меня и решила покончить с собой. Жаль, я снова, оказывается, ни при чем. Эмир, говори быстрее, что ты собирался сказать. Я хочу принять душ и лечь спать. Почему ты так меня ненавидишь? Ведь уже прошло 5 лет. Я знаю. Я просто сижу и жду целых 5 лет. Жду, что ты полюбишь меня. Эмир, отпусти меня. Вот уже 5 лет я живу надеждой, что у нас наконец-то будет нормальный брак. Эмир, мне навязали этот брак. Чего ты еще от меня хочешь? Но я же как сумасшедший, люблю тебя. Эмир, отпусти меня, пожалуйста. Я просто хотел добиться тебя. У меня появился шанс, и я им воспользовался. Но я ни к чему тебя не принуждал. Ты угрожал мне, используя моего брата. Твои родители сделали этот выбор, дорогая моя. Они не захотели отправить своего сына в тюрьму. Они пожертвовали тобой, продали мне тебя. Да пропади ты пропадом. Уходи отсюда, уходи. Какая мерзость. Я не изменился. Я все тот же. Я всегда любил тебя и хотел жениться на тебе. Это ты передумала, мой ангел. Сначала ты отвергла меня. А потом, неважно по какой причине, загорелась желанием выйти за меня замуж. Что за низость? Если хочешь, мы можем сейчас все прекратить. В один момент. Азан во всем сознается и отправится в тюрьму. И всем придется смириться. Что скажешь? Отвечай. Эмир, хватит, оставь меня. Отпусти. Хорошо. Начиная с сегодняшнего дня, я меняю условия игры. Этот брак больше не будет походить на клоунаду. Спустя 5 лет ты наконец-то станешь мне настоящей женой.
Мама, где мое джинсовое платье? А? Дочка, ты с утра не можешь без крика? Мама, где мое платье? Там, где ты его оставила. Посмотри в гладильный. И прежде чем надеть, погладь его. Поверить не могу. Что там случилось, дочка? Боже Тихо, мой. тихо, ты весь квартал на уши подняла. Ну и пусть мне, ты что? Мой брат приехал. Кемаль, Мамочка, мой сыночек приехал. Добро пожаловать. О, как я рада тебя видеть, сынок. Сынок. Господин Кемаль пожаловал. И как это ты нашел к нам дорогу? здравствуй. С приездом. Значит, она была права. Здравствуй, как ты? Нормально? Хорошо, хорошо. И ты, как я вижу, цветешь и пахнешь. Все хорошо, соскучились по брату? Очень соскучились. Конечно, очень. 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 А ты зашел в дом, как только увидел Кемаля? Мама, что ты напрасно льешь слезы? Уверен, ты по мне и не скучала. Наверняка уже забыла меня. А ну что ты такое говоришь, сынок? Разве такое возможно? А ты посмотри, что ты сделала с моей кроватью. Тут белье для глажки лежит. Они вычеркнули тебя из своей жизни. Она уже не ждала тебя, что поделать? Отец. Мой дорогой сын, как я рад тебя видеть. И я очень рад. Что я тебе говорил? Я знал, что он скоро приедет. Говорил, вот он и дома. Ты совсем не следишь за своим здоровьем. Ты так осунулся. Это от того, что твоя мать поет меня какими-то травами для сердца. Конечно, конечно. Бог ты мой, я кормлю его, досыта у него аппетит. Ой-ой-ой, с чего ты взял, что он осунулся? Не слушай его, дочка. Сбегай, купи колбаски для яичницы. Потом сбеги в пекарню, возьми сладости и хлеба. В общем, Давайте ступай, накроем скупи на весь стол. магазин. А как же, у меня сын приехал, у меня Давай, сегодня давай. праздник. Давай. Мой сын дома. На данный момент вызываемый абонент недоступен. На, держи, вытри слезы. Спасибо, дорогая. Но мне одного не хватит. Мне нужна целая коробка. Ты поссорилась со своим парнем? Давно? Пять лет назад. Чего ты смеешься? Ты меня насмешила. Получается, ты плачешь с тех пор, как я родилась. Попроси у него прощения, и вы помиритесь. Если бы это было так просто. Все невысказанное обернулось слезами. Вот такие дела, но я была вынуждена так поступить. У меня не было другого выхода. Если бы он только знал, на что я пошла ради своего брата. Но я не могу ему рассказать. Тогда тебе еще долго придется плакать.
Озан позавтракал, лекарство принял. Он сказал, что хочет немного поспать. Разбуди его. Нельзя пропускать прием лекарства. Хорошо. Этим вечером победу одержала Бану Акмерич. Не понимаю, почему они закрывают на это глаза. Нихан рано ушла с вечеринки и дала журналистам повод для сплетен. Эта девчонка никого не слушает. Это и миру стоит следить за своим поведением. Если в журналах пишут такие глупости, почему он бросает жену одну? Дорогой, нашей дочери на все наплевать. Она знает, что все это ложь, но это не повод, чтобы оставлять мужа. Вильдан, неужели ты не видишь, как несчастна наша дочь? Дорогой, прошу тебя, о чем ты говоришь? Они собираются отметить 5-летнюю годовщину брака. Нихан думает, какой подарок подарить мужу. Она просто устала. Послушай, не нужно кричать на каждом углу, что она несчастлива. Не стоит всех нервировать. Я всего лишь злюсь на журналистов. Доброе утро, что случилось? Доброе утро. Все в порядке, милый? Доброе утро, сынок. Не нужно всюду разбрасывать эту чушь, только настроение с утра портить. Что там опять пишут? Какую-то глупость. Доброе утро. Доброе утро, дочка. Доброе утро. Как дела, папочка? Хорошо, моя красавица. Папочка, извини, я так вспотела, не хочу тебя смущать. Хорошо. Вы уже поели? Нет, ждали тебя. Хорошо, я тогда быстро переоденусь и приду. Нихан, а где Эмир? Его отец тоже придет? Да, я знаю, папа. Видишь? Все в порядке. С нашей дочерью все хорошо. Да. Послушай, убери-ка это отсюда. Это крупная сделка. Я приехал как полномочный представитель компании. Мой сынок такой молодец. Я тобой горжусь, сынок. Была бы воля господина Хаки, он бы передал мне все дела. Так он мне доверяет. Ты просто молодец. Это твой телефон? Да, да. Алло, слушаю. Я должен много работать, чтобы не ударить в грязь лицом. Конечно, работай как вол. Такой шанс нельзя упускать. Да поможет тебе Бог, сынок. Тебе, наверное, неудобно разговаривать. Да, я хотела тебя предупредить. Сейчас позавтракаю и выхожу. Ну-ка, все за стол, пока еда не остыла. Хорошо. Хорошо. Увидимся примерно через час, ладно? Я заберу тебя у института, договорились? Да. Ладно, целую. До встречи. Пока. Я подвезу тебя. Ладно. Давайте, садитесь. Тарык, убери газету. Сынок, я положила яичницу в отдельную тарелку. Ты ведь не любишь есть из общей. Надо же, мама, ты не забыла? Эта девчонка, наверное, сейчас бьется головой о стену. Наверняка жалеет, правда? Зачем ты с утра пораньше портишь нам аппетит? Бог нас от них избавил. Правильно, мама. У них непомерные аппетиты. И как они так живут? Пусть каждый будет счастлив на своем месте. Вы что, все утро будете их обсуждать? Но в самом деле, пусть держатся от нас подальше.
Вообще-то я... Пусть Бог избавит моего сына от встречи с ними, чтобы никогда больше они не встречались. И пусть каждый живет своей жизнью. Давайте не будем больше об этом. Лучше позавтракаем спокойно. Сынок, еда стынет. Давай поешь, поешь. Хорошо, мама. У него телефон прямо разрывается. Вот что значит быть бизнесменом. Слушаю. Добрый день. В нашей программе появились небольшие изменения. Сегодня вечером с вами встретится господин Эмир. Вот как? Да. В клубе в 5 часов. А в каком-то другом месте нельзя? Мне в клубе будет некомфортно. Но почему? Азан просил встретиться именно там, он очень любит это место. Хорошо. Я подъеду к 5. Благодарю вас. Он был инженером на шахте Хакия Аладжа в небольшом провинциальном городке. Да. Больше о нем ничего не известно. После той аварии на шахте он входит в ближайшее окружение Хаки. Он сейчас управляет всеми шахтами. Если он работал инженером 5 лет, значит начинающий управляющий. И ты не смог показать ему, кто здесь главный? Тебе должно быть стыдно. В его деле всего 3 страницы. И это не человек даже, а человечишка. У нас до 5 будет еще уйма времени. Можем спокойно провести совещание. Да, спасибо. Смотрите-ка. Говорит, как большой начальник. Он и есть большой начальник. Если бы вы перестали меня обсуждать, я смог бы наконец съесть свою вишницу. Ешь, сын, ешь. Спасибо тебе, сынок. Благодаря тебе у нас есть теперь свой дом. Пусть все, к чему ты прикасаешься, превращается в золото. Что ты, мама? А в этом доме все действительно как будто становится золотом. Крошечная лачуга за 2 минуты превратилась в поместье. Надеюсь, и правда превратится. Я уже предлагал маме, почему бы не переехать в дом побольше. Что еще за большой дом? Для нас и этот дом как дворец. Мы много лет платили аренду, мать постоянно переживала, а теперь мы живем в собственном доме, благодаря тебе. Спасибо, отец. Это все благодаря тебе. Что бы мы без тебя делали? Именно. Точно. Сынок, что же ты ничего не ешь? Я ем, мама. Ты ведь не сразу едешь, да? Да, у меня есть еще кое-какие дела. Разберусь с ними и поеду. Не надо. Не начинай с утра пораньше, завела пластинку. Когда вернешься, когда вернешься. Хусейн, разве я так говорила? Ну, как там у тебя дела? Есть симпатичные девушки? Скажешь тоже. Под землей как раз полно хорошеньких девушек. Была какая-то девушка. Помнишь, вы говорили, у господина Хаки есть племянница? А, вы же с этой девушкой работаете вместе, разве нет? Мама, сразу предупреждаю, между нами с Азу ничего нет. Она просто подруга. Ты не руби с плеча. Почему только подруга? Но это так. О, мама в своих мечтах уже нянчит твоих детей. А свадьбу 100 лет назад сыграли. Я не хочу жениться. Так и знайте. Почему это? Так и будешь жить воспоминаниями. Хватит тебе. Слушай, не все девушки такие, как она. Она просто избалованная лгунья. Забудь о ней. Давно забыл. Похоже, совсем не забыл. Забыл. Нет, не забыл, раз говоришь, что не хочешь жениться. Значит, не забыл. Да прекрати же. Оставь сына в покое. И ты еще спрашиваешь, почему он так редко приезжает. Вот зачем ему приезжать, если ты так себя ведешь? Оставь его в покое, пожалуйста. Не обращай внимания, она просто так говорит. Да все нормально, не волнуйтесь. Ну-ка, поешь немножко. Ты так похудел. И халвы поешь. Я хотела отпраздновать нашу годовщину в Париже наедине с Эмиром, но он меня не слушает. Лучше праздновать все вместе, любимая. К тому же 5-я годовщина очень важна для нас обоих. Вы что, решили завести ребенка? Как можно, не посоветовавшись с вами? Но мне удалось убедить Нихан, что она будет прекрасной матерью. Дочка, ты беременна? Нет, нам с Эмиром пока хватает общества друг друга. Видимо, не хватает, раз вы живете с родителями. Ты прав. У нас нет отдельного дома, отец, но меня это нисколько не смущает. Нихан очень любит этот дом. К тому же будет здорово, если ребенок родится в такой большой дружной семье. Милая, ты не хотела бы двойню?
Ну, если ты беременна и скрываешь это от меня, Да я не беременна, мама. А мы больше не хотим ждать. Вот что хочет сказать твоя мама, дорогая. К тому же Эмиру нужен сын, которому он мог бы передать свое дело. А может и даже 2 сына. Озон, что случилось? О чем думаешь? Думаю, чтобы вам подарить. Ваш брак спас мне жизнь. Что не подари, будет мало. На самом деле, это мы всем тебе обязаны. Благодаря тебе мы поженились и счастливы, не так ли? Друг, может, погоняем сегодня? Посоревнуемся? Мы давно не были на гоночной трассе. Хорошо. Как, по-твоему, Озан, это намек? Может, Эмир хочет выиграть у тебя еще одну спортивную машину? Надеюсь, что это не так. Ну, мне нужно съездить в мастерскую. Думаю, у вас тоже полно дел. Ты права. Галиб, у тебя есть пара минут? Можем поговорить? Конечно. прошу, не садись в машину, не надо гонок. Не переживай, мама. Там специальная трасса. Я буду рядом, с ним ничего не случится. Удачно съездить. И тебе тоже. Все в порядке? Тебе это нравится? Да, и очень. Я не понимаю, чего ты хочешь? Наши дети счастливы, мы живы и здоровы. Ты правда веришь, что наши дети счастливы? Это выдумки журналистов. Просто желтая пресса. Эмир обижает мою дочь, Галиб. Я это вижу. Он постоянно ведет разгульную жизнь. Иногда с мужчинами так бывает. Важно, что он возвращается к жене. То есть... Мой сын не будет плясать под чужую дудку. Это другие будут жить так, как он скажет. Другие? Все вы, вообще все. Не стоит портить их отношения. Будь на стороне своего зятя. Всем, что у вас сейчас есть, даже этим домом, вы обязаны ему. Веди себя соответственно. Ну надо же, отец. Твой сын прямо воротила бизнеса. Перестань, не позорься. Ух ты, она теперь наша? А как же наша? Это машина Кемали, сестра, Кемаля. Здравствуйте, господин. Он сказал господин. А это тебе говорят? Мы должны были встретиться дальше. Почему ты подъехал сюда? Извините, я думал, вы сказали в начале улицы. Ладно, неважно. Садитесь, я вас подвезу. Тарек, ты куда? Мы что, поедем на работу на служебном автомобиле? Ну, так нельзя, скажу, что мы зазнались. Нам этого не нужно, идем. Удачи, сынок. Хорошо провести встречу. Спасибо, отец. Тарек! Удачи тебе. Хорошо бы. Что происходит? Такая красивая. Вот бы тебе такую. Это сама? Ага. Остановись. Салих! Кемаль, друг, здорово!
Ты как? Отлично! Значит, ты и правда приехал, а я думал, ты как приедешь, сразу мне позвонишь. Да ведь я только-только приехал. Сегодня ночью. Как ты узнал? Почувствовал. Я знал, что ты приедешь. Наконец ты вернулся домой. Нет. То есть? У меня тут пара дел. Я приехал их решить, потом вернусь обратно. Вот оно что. Да ладно, чего ты расстраиваешься? Мы еще поговорим об этом, не беспокойся. Разберусь сегодня с делами и зайду к тебе. Только попробуй не зайди. Благодаря тебе я зарабатываю себе на хлеб. Приходи и посмотри, как твой приятель справляется. Зайду. Отвезу Зейнеп на занятия, улажу свои дела и приеду. Мне нужно многое с тобой обсудить. Хорошо. Скоро ты тоже снимешь особняк такой же, как у семьи Нихан? Кемаль, Я читаю. мне просто любопытно. У тебя что, вчера было совещание? Ты вчера поздно вернулся? Ты прямо как мама. Или ты куда-то ходил? Почему ты спрашиваешь? Просто... Вчера вечером мне звонила Нихан. Правда, это не я ей звонила. Почему она тебе звонит? Вы все еще общаетесь? Нет, честно, не видимся, клянусь. Вчера вечером она просто внезапно позвонила. Спросила, не приехал ли Кемаль. Я сказала нет. И тебе не интересно, зачем она мне позвонила? Нет, совсем не интересно. Но я тебя кое о чем попрошу. Ты не скажешь ей, что я приехал. Хорошо? Ой, вы не могли бы меня высадить вот тут, справа? Зейнеп, Нихан не должна узнать о том, что я здесь. Пообещай мне. Хорошо, брат, обещаю. Пока, дорогой. Ты давно ждешь меня? Нет, я только что приехала. Поехали. Хорошо. Послушай, не нужно каждый раз открывать мне дверь. Я и сам могу. Но ведь это моя работа. Ладно. Теперь мы поедем в мое самое любимое место. В клуб.
Я победил! Не выкрутишься, я сумел тебя обойти благодаря своему мастерству. Если тебе так хочется думать. Ну как? У тебя улучшилось настроение? Еще бы. Господин Эмир, в 5 часов нам нужно быть в клубе. Почему? Из-за новичка управляющего? Пусть подождет, сфотографируй нас. Спасибо. Не за что. Отлично получилось. Сегодня же пойду к фотографу. Спасибо тебе. Не за что, дорогая. Осторожнее, не попадись каким-нибудь мошенникам. Как сделаешь снимки, дай их мне, я передам своему другу. То есть ты покажешь мои фотографии владельцу агентства? Ты на самом деле хочешь, чтобы нашему счастью пришел конец? Это же просто замечательно. Меня сразу заметят. Что случилось? Ничего. Чем займемся? Не знаю. Чем хочешь. Я очень сильно по тебе соскучилась, но ты пренебрегаешь мной. Мы редко общаемся и видимся. Если бы мы вчера не созвонились, то и сегодня бы не встретились. Ты же знаешь, Зейнеп, мне очень трудно видеться с тобой. Слишком много воспоминаний. Так, я пойду вымыть руки, а потом решим, что делать, ладно? Хорошо, я буду у кассы. Не беспокойтесь, госпожа Нихан, я уже иду. Спасибо. Кемаль. Алло? Зейнеп? Алло? Зейнеп? Зейнеп? Не поворачивай здесь, проезжай прямо. Зейнеп? Алло? Ничего не слышно. Я готова. Алло? Вот теперь слышно. Ты чего молчала? Забрать тебя после совещания? Когда у тебя закончится занятие? Нет, давай я сама приеду. Извини, я сейчас не могу говорить, я на занятиях. Ну ладно, хорошо, договорились. Увидимся дома, пока. Ya ne yaptın sen Nihan abla ya? К сожалению, не могу вас пустить. Госпожа Нихан отменила бронь. Добрый день. Здравствуйте. У вас заказан столик? Кемаль Сойдаре. Я гость Эмира Косджооглу. Пожалуйста, проходите. Прошу. Видимо, он еще не приехал. Еще нет.
Что я могу вам предложить, пока вы ожидаете? Спасибо, ничего не нужно. Ваш гость прибыл. Хорошо. Пришел? Да. Он еще и пунктуальный. Нихан, послушай, я клянусь, я тебя не обманывала. Когда я говорила с тобой, ты еще ни о чем не знала. Позже стало известно, что он приехал. Ладно, ты сказала ему, что я звонила и спрашивала о нем? Нет, Ты сказала. нет, я правду говорю, честно, ничего ему не сказала, иначе Кемаль бы разозлился. Поверь мне, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, увидимся потом, дорогая. Ладно, извини. Ну, Нихан. Добро пожаловать, господин Эмир. Гость прибыл. Да? Хорошо. Господин Кемаль, что это такое? Где мое вино? Извините, на складе все закончилось. Завтра будет поставка. То есть вы хотите, чтобы я больше сюда не приходил? Как можно? Прошу прощения, мы думали, что вино еще есть. Ну, расскажите, как жизнь в провинции. Я хочу представлять себе, что это такое, только коротко. О провинции нельзя рассказать коротко. Вам на самом деле нужно хорошо знать эти места. Вот как. Да, иначе вы ничего не поймете. Но если говорить коротко, то в провинции живут простые люди. Они не будут прогибаться под вас. Самое ценное в провинции – это время. Всему есть свое время. И с этим приходится считаться. Но, как я заметил, вы, похоже, живете в своем режиме. Я выделил время для встречи с вами, а вы потратили его, чтобы заставить меня ждать. Увидимся на торгах. Приходите еще. Госпожа Нихан. Извините. Я надеюсь, вы не расстраиваетесь из-за того, что пишут в газетах. Все это ложь и выдумки. Пусть вас это не беспокоит. Я ничего не вижу и не слышу. Можете не волноваться. Кем этот тип себя возомнил? Кто ты такой? Кто ты такой, мерзавец? Да, алло. Только что произошла очень неприятная история. Я столкнулась с... Кричала на меня, оскорбляла. Да ну, Ох, и потрепала же она мне нервы. оскорбляла на виду у всех. Я сказала, что не имею никакого отношения к тому, что пишут. Она набросилась на меня. Кричала, ругалась. Если бы ты только видел. Пожалуйста, положи этому конец. Если вы собираетесь разводиться, сделайте это поскорее. Я больше не вынесу этого. С одной стороны журналисты, а с другой твоя жена. Она приревновала к тебе? Меня прямо трясет.
Тогда тебе нужно быть на нашем приеме. В честь годовщины вашей свадьбы? Да. Мы зовем самых близких. А ты мой самый близкий человек. Ты точно сумасшедший. Нихан на самом деле начала меня ревновать. Слушаю. Алло, Зейнеп, как дела? Хорошо, а у тебя? Хорошо. Я тебе обещал, что... Пожалуйста. Ничего, я сегодня уже ходила в кафе. С кем ты ходила? Когда? Ничего, я сегодня уже ходила в кафе. С кем ты ходила? Когда это? С подругами из университета. Ладно, давай, мне нужно идти. У меня стажировка, тут полно народу. Пока. Вы готовы? Да. Звонок, Ясмин. Да, я слушаю. Где ты, дорогая? Ты сегодня приедешь в мастерскую? Уже еду. Почему у тебя такой голос? Что-то случилось? Кемаль вернулся. Какой Кемаль? Стоит мне услышать его голос, как я тут же замираю. Чувствую, будто вся истекла, а в следующий миг разбита вдребезги. Это какой-то кошмар. Не говори так. Но это так? Стоит ли сходить с ума без причины? Нет, не отвечай. Приди в себя. Прошлое осталось в прошлом. Тогда ты приняла решение, оно было верным. Я понимаю, ты увидела Эмира в газетах, и тебя это очень расстроило. И как это он так удачно выбрал время, чтобы вернуться? Дорогая, у тебя есть муж, который безумно тебя любит. Ты сама это знаешь. Это как дважды два. И если у Эмира возникнут хоть какие-то сомнения, он найдет этого парня. Найдет и убьет его. Он ведь не знает о Кемале? Тебе нужно быть осторожной, очень осторожной. Соберись, забудь своего Кемаля. Так. Посмотрите на него. Посмотрите. Ладно тебе, не смущай меня. Я ведь не хожу вот так при полном параде все время. У меня было совещание, вот я и приоделся. Да я не смеюсь над тобой. Ну скажи. Вот ты стал большим начальником. Ты разве не можешь перевестись сюда? Всему свое время. И что, там нет подходящей девушки? Сыграли бы твою свадьбу. Нет, сначала я тебя женю. Ну-ка, посмотри на меня. Есть кто на примете? Я вообще-то собирался с тобой об этом поговорить. Что, у тебя кто-то есть? Мы столько раз говорили по телефону, почему ты ничего не сказал? Это не телефонный разговор. Я хотел поговорить лицом к лицу. Она из соседнего района? Или из наших? Я ее знаю? Эй. Я с тобой говорю, ты чего как воды в рот набрал? Расскажи все по порядку. Но у нас пока ничего серьезного. Но? Я просто сам для себя... И? Что случилось? Да, я чай налью, что ли?
Друг? Эмир. Нихан, что происходит? Ты даже дверь не закрыла? Просто прогулялась. Возьми. Тебя что-то расстроило? Из-за встречи с Бану? Эмир, пожалуйста, не начинай. Я устала. Ладно, не буду. Я пойду, пожалуй. Я тут всего на пару дней, нужно побыть с мамой. Хорошо, пока. Увидимся. Абонент Зайнеп недоступен. Всем привет. Привет, добро пожаловать. Эмир, дорогой, не знаю, как тебя благодарить. У тебя столько дел, но ты не забыл заказать для меня то, что я хотела. Все привезли? Мне сказали, что это займет несколько месяцев. Достаточно одного звонка от Эмира Казджоглу. Рад помочь. А что скажешь на это? Мы сделали 2 заезда, и в обоих я лихо обошел тебя. Ого! Да это просто исторический момент. Точно. Озан сегодня и правда очень счастлив. Спасибо. Сделать вас счастливыми – это моя самая главная обязанность, моя дорогая. А после годовщины нашей свадьбы я тоже буду счастлив. Правда, любимая? Привет, Кемаль. Ты что, меня у двери ждешь? Или твоя подружка сообщила, что я приду? Какая подружка? Нихан Казджоглу. Брат, я правда никому не говорила, что ты здесь. Честно, ни слова. Мы сегодня встретились, то есть столкнулись с Нихан. Это была случайность. Я пошла в туалет, а потом ты позвонил, и она все поняла. Я не знаю, как она догадалась. Наверное, она услышала твой голос, и она знает, что ты здесь. Я ей не говорила, клянусь, не говорила. Кто-нибудь из наших знает, что ты с ней говорила? Да нет. Кемаль, пожалуйста, если мама узнает, я уверена, она меня выгонит из дому. Ты ведь ей не скажешь, да? Умоляю, я... Правда, обещаю, клянусь, я больше не буду с ней видеться. Правда? Что ты сделала с волосами? Да... Ничего такого.
Я просто их уложила. О, Сынок, это ты? Кемаль, ты ведь не расскажешь ей? Ты не расскажешь? Правда? Ваш муж сказал, что вечером будет работать у себя и просил передать, что не спустится. Отлично, я тоже собиралась рисовать. Хорошо. Вы поужинаете здесь? Нет, я не голодна. Хорошо, спокойной ночи. зачем ты приходила на пристань? Соскучилась. Тогда почему сбежала? Потому что испугалась. Не знала, как я тебя встречу. Что, если я не скучал по тебе? Если забыл твой запах. Если любовь прошла, осталась только ненависть.
Я все еще тебя очень люблю. Если бы я могла тебе все... Если бы... Нихан! Кемаль! Нихан! Иду. Теперь ты еще и дверь запираешь? Я не специально. Что случилось? Ничего, мама. Идите к себе в комнату. Дочка, все нормально? Да, папа, я просто заснула за работой. Эмир, естественно, забеспокоился. Не волнуйся. Никогда больше не запирай дверь. Не беспокойся, из-за тебя я не стану вскрывать вены. Не сомневаюсь. Пожелайте мне удачи. Удачи, дорогой. Я уверена, вы выиграете тендер. Пять лет назад. 5 лет назад. Иди сюда! А позвонить не проще было бы? Это было бы не так романтично. Держи. Но я ни разу не пробовала. Смотри, отпусти и немного потяни. Стоит поймать ветер, и ты сама почувствуешь. А потом, куда ты, туда и он. Падает, падает, падает. Тяни, 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 тяни. Тяни. Не выходит. Упал. Я тут ни при чем.
Давай помогу. Немного намотай. Просто намотать и все? Да-да. Дай-ка мне. Да-да-да. Падает. Стой. Тяни, тяни, тяни. Вот же глупая. 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 А ты чего ждала? Кис-кис-кис. Кис-кис. Иди сюда. Кис-кис-кис. Куда ты так бежишь? Нихан. И что у тебя случилось на этот раз? Идем. Стой, 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 стой. Через этот порог со слезами нельзя, милая. Нет, нет, нет. Или ты забыла? Кемаль здесь. Я видела его вчера. И на тебя нахлынули воспоминания. Это он прыгнул в ту ночь в воду, чтобы спасти меня. Я знаю. Я увидела змея, думала, что это Кемаль. Я словно помешанная. Ищу его везде, жду, что он пошлет мне знак. Что мне делать? Я совсем извелась. Откуда ты знаешь, что знака не было? Нет, дорогая, я ничего не знаю, я просто спросила. Уважаемые господа, добро пожаловать. Приступаем к тендеру на строительство теплоэлектростанций в провинции. Открываем конверты с предложениями. Киташ Энерджи. 110 миллионов долларов. Балкаш Холдинг. 100 миллионов долларов. Аладжахан Холдинг. 125 миллионов долларов. И последнее предложение. Коджоглу Холдинг. 150 миллионов долларов. Пожалуйста, прошу тишины. Переходим к открытым торгам. В соответствии с имеющимися предложениями в торгах участвуют Коджоглу Холдинг и Аладжахан Холдинг. Начинаем открытые торги. 175 миллионов долларов. $200 миллионов. 250 миллионов долларов. Тендер закрыт. Коджоглу Холдинг инвестирует 250 миллионов долларов и выигрывает тендер. Мои поздравления. Мои поздравления. Победитель всегда известен. Было приятно познакомиться.
Мне не хватает смелости встретиться с ним, но и не видеть его нет сил. Вот и рыдаю, как идиотка. Не плачь, представь. Представь, что я Кемаль. Что бы ты ему сказала? Об этом подумай. Подумай. Во сколько совещание компании? Через час. Я спросил, во сколько? В 4 часа. Господин Хэки. Да, только что. Тендер выиграл Косджо Оглу. Перехожу к следующему этапу. Без него я словно бы и не живу. Не выходит. Как будто чего-то не хватает. Ай, Нихан, тебе же не 100 лет. Сбрось хоть разок ты этот груз с души. Ну, сколько можно? Я тебя о чем спрашиваю, а ты мне о чем? Прости меня. Ну давай, я Кемаль. Говори. Уезжай, прошу, умоляю, уезжай. Вот еще. Почему это? Потому что, когда ты здесь, я не могу жить, как раньше. А мне-то что? Стамбул огромен, у меня здесь родители. Когда захочу, приеду, когда захочу, уеду. Тебя, что ли, спрашивать? Тем более, это не я бегаю за тобой, а ты за мной. Кемаль, пожалуйста, уезжай. Я чувствую тебя здесь, в сердце. Тогда кому ты говоришь «уезжай», если он все равно у тебя в сердце? Добрый день. Прошу прощения. Мы немного опоздали. Да, вы опоздали. Произошли некоторые изменения, нам надо было этим заняться. Пока это не касается моей компании, проблем нет. Но мы стараемся наладить нашу работу безукоризненно. Не переусердствуйте. Мы вели переговоры с опытной местной фирмой. Вам здорово повезло. Полчаса назад мы подписали контракт. Таким образом, в руководстве произошли изменения. Теперь при обсуждении деталей проекта вы будете иметь дело со мной. Наш местный представитель NYZ Group в Турции Кемаль Сайдаре. Какая приятная неожиданность, не так ли? Господин Кемаль. Значит, вы уже знакомы? Я вас предупреждал. Время – ценная вещь. Если вы не против, давайте, не теряя ни минуты, перейдем к обсуждению проекта. Потому что, как я понял, вам требуется не только время, но в равной степени вам нужен и я. Уверяю вас. Вы заблуждаетесь, думая, что Эмир Косджо Оглу в ком-то нуждается.
Я отношу это насчет вашей неопытности в бизнесе. Всего доброго. Ты соображаешь, что ты делаешь, Эмир? То же, что и всегда. Указываю выскочкам на их место, будто у меня других дел нет. Смотри, сынок, а то я подумаю, что ты меня выскочкой считаешь. Тебе, папа, я не могу указывать. Я понял это еще с пеленок. Что ты хотел мне сказать? Перейдем к делу. Мне доложили, что ты не подписал. Я обещал это уладить. Подписывай. Учти, я не собираюсь терять нажитый годами капитал и связи из-за твоего упрямства. Тебе придется работать с этими людьми, потому что я с ними работаю. Мы не обязаны с ними работать. Сейчас Туфан принесет список новых фирм. Ты, кажется, не понял меня. На торгах ты не сдержался и переплатил за участок в 2 раза больше, чем он того стоил. И сейчас, благодаря тебе, мы оказались в убытке. Ты намекаешь, что я не умею вести бизнес, отец? Не намекаю. Прямо говорю. Из-за твоих личных амбиций наша компания уже потеряла огромные деньги. И теперь ты хочешь ввязаться в финансовые авантюры с новыми фирмами? Обидеть моих партнеров и еще больше увеличить ущерб? Я не позволю. Ты понял? А раз так, подпиши. Подпиши. Эмир, помни, я доверил тебе бразды правления, но не забывай, хозяин здесь я. Кто ты, Кемаль Сайдаре? Кто ты? Войдите. Принесли договор с оригинальной подписью. Им не терпится приступить к проекту под вашим руководством. Большое спасибо. Костджоу Гло Холдинг подписано. Господин Хаки? Договор подписан. Прекрасно. Ты не зря старался, Кемаль, сынок. Поздравляю. Удачи всем нам. Мы получили, что хотели. Эмир Костджоу Глу, желая насолить мне, подставил под удар свое будущее. 2 зайцев одним махом. И ущерб ему нанесли, и заставили работать с нами. Молодец, сынок. Спасибо. Вот Азу тоже здесь и хочет тебя поздравить. Спасибо, буду рад. Алло, Кемаль? Поздравляю, ты отлично справился. Спасибо, Азу. Это наш общий успех. Когда ты вернешься? Подожди, это важно. Дай ко мне телефон, дочка. Кемаль, дядя еще что-то хочет сказать. Потом поговорим. Еще раз поздравляю. Целую. Спасибо, Азу. До встречи. Так что дальше, Кемаль? Что именно? Что будешь делать? Остаешься в Стамбуле вести дела или вернешься? Как подпишу все бумаги, завтра же приеду.
На твоем месте я бы подумал, сынок. Я подумал. Я тут не нужен. Решил вернуться. До встречи. Едет. Но он же мой сын. Я так скучаю по нему. А он уже уезжает. Но он же мой сын. Я так скучаю по нему. А он уже уезжает. А чего ему тут оставаться? Наше дело маленькое. Сегодня мы есть, завтра нет. Не так ли, господин Кемаль? Нет, вам нельзя собираться за одним столом. Но вам повезло. Я еще здесь. Отдыхайте. Давайте выпьем за твою работу, сынок. Пусть дела идут удачно. Ты не смотри на отца. Спасибо, папа. За вас. Тебе спасибо, сынок. Такой прекрасный вечер для нас устроил. Пусть и дальше у тебя все получается. Приезжай почаще, я хоть поем вкусно. Тарык, а ты приходи ко мне на лодку. По-королевски тебя угощу. Вот и приду. Конечно. Дядя Ариф. Смотри, смотри, снова завел пластинку. Посмотри на него. Он под эту песню школу закончил. Помнишь, папа? Как называлась? Путешественники во времени. Точно, путешественники во времени. Помню, помню, только сам и слушал. Больше никому не давал. Ага, крутился. Он усердно учится. Так он и делал? Ага, как же. Нет, папа, не так уж... Усердно учится. Так он и делал? Ага, как же. Нет, папа, не так уж усердно я учился. Кемаль, послушай меня. Уезжай отсюда. Не стоит здесь оставаться. Чего приуныли? Выпьем? Давайте. Aşkım şarabından bilmeden içtim. Sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkım bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Bin defa ölüp de ölememekmiş. Şarabı zehirmiş, içtikçe öldüm. Yolu hep uçurum, düştükçe öldüm. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaktıkça
Извините. Я ненормальная. Ненормальная. Один раз полюбить, что 1000 раз умереть. Если умрешь 1000 раз, не получится умереть. Один раз полюбить, что 1000 раз умереть. Эй, приятель. Не раскисай, друг. В одну реку не войдешь дважды. Уезжай отсюда. Уезжай подальше. И поскорей. Очень хорошо. Я как раз собирался вас попросить. Здесь папка с требованиями холдинга Кузджаглу. И еще от них на ваше имя пришло приглашение. Какое? Будем рады видеть вас на праздничном вечере по поводу 5-й годовщины нашего счастливого брака. Это сегодня вечером. Вы наверняка не сможете пойти, вы ведь скоро уезжаете. Вам еще что-нибудь нужно? Нет, спасибо, пока нет. Будем рады видеть вас на праздничном вечере по поводу 5-й годовщины. Будем рады видеть вас на праздничном вечере по поводу 5-й годовщины нашего счастливого брака. Номер в отеле готов? Сегодня все должно быть безукоризненно. И еще один медовый месяц. Хоть этот пусть пройдет как надо. Хорошо, все сделаем. Будем рады видеть вас на праздничном вечере по поводу 5-й годовщины нашего счастливого брака. Надеюсь, ты сегодня возвращаешься. Ведь возвращаешься? Конечно. С ее мужем дела закончены. С Нихан их и не было. 5 долгих лет. Ну какой же я был дурак. Не переживай. Нет худа без добра. Я тебе говорила, ничего не бывает случайным. Судьба снова свела тебя с ними. Ты добился всего, что есть у них. Но остался человеком. Ты же знаешь, как повезло с тобой шахтерам, которые будут работать на руднике. Поэтому не забывай, ты всегда на шаг впереди. Ты что-то хотела сказать?
Я хотела сказать... Что сказать? Счастливого пути? Вот что я хотела сказать. Всем передавай большой привет. Хаки, Азу. Может, загляну к вам на Новый год? Будет здорово. А если Нихан еще раз зайдет, Да? скажи ей. Теперь каждый идет своей дорогой. Ладно, скажу. Но она больше не придет. Хорошо, целую. И я тебя, дорогой. Счастливого пути. Увидимся. Ах, вы глупые. Глупые дети. Точь в точь, как я. Ненавижу вас обоих. Ненавижу! Вильдан. Слушай, Где ты? Ты прислал водителя? на набережной. Прогуливаюсь. Дорогой, я готова, жду тебя. Поедем, проверим, все ли в порядке. Галип просил. И мир не в настроении. Тендер выиграли, но что-то пошло не так. Давай поговорим потом. Хорошо, дорогой, жду тебя. Господин Кемаль. Слушаю вас. Здравствуйте. Я вас ждал. Чтобы передать вот это. Что это? Господин Эмир предлагает вам это. В знак добрых намерений. И просил меня добавить. Он уверен, что в вашей совместной работе вы непременно найдете общий язык. Возьми деньги и помалкивай. Не лезь в наши дела, и с голоду не умрешь. Сколько еще человек работает вместе с вами? На самом деле, господин Эмир вас очень ценит. В смысле, ваше сотрудничество и партнерство. Передайте ему мою благодарность. Мы с ним непременно сработаемся. Он взял чек. Просил поблагодарить. Попался на крючок провинциальный принц. Я же говорил, что все покупается и все продается. Приятного вечера. Не верю
верю своим глазам. Разве наш брак не фарс, дорогая? Пусть все актеры будут на своих местах. Меня тошнит. Неужели ты меня ревнуешь? Нет, меня и правда тошнит. Добро пожаловать. Добрый вечер. Какие гости? Вот сюрприз. Думал, вы не придете. Я не мог оставить ваше послание без ответа. Раз у вас годовщина свадьбы, хотел сделать вам маленький подарок. Прошу. Вы меня совсем не удивили. Решили, что можете и меня купить за сумму с несколькими нулями? Для меня это лишь бумажка. Для вас же, похоже, стиль жизни. Госпожа Нихан. Желаю бесконечного счастья. Дорогая, представляю, Кемаль Сайдарай, директор группы NYZ Турции. Мой новый партнер по бизнесу. Öyle mi? Вы Siz tanışıyor знакомы? musunuz? Я знаю Evet, вашу eşinizi жену. tanıyorum. Я ее Ясно. поклонник.